Экономическая ситуация в стране улучшается. Об этом говорят уже не только в республике, но и авторитетные международные институты. Согласно макроэкономическому обзору Евразийского банка развития, экономика Кыргызстана приблизилась к пику восстановительного роста. Высокие показатели сложились вследствие низкой базы предыдущего года. Улучшение, отметили в Евразийском банке развития, связано в основном с секторами промышленного производства и розничной торговли. И вот если взять последние 2 месяца, то в сфере услуг у нас каждый месяц рос по сравнению с соответствующим месяцем 2020 года, то темпы роста в сфере услуг составляли по 6,5% в месяц чистыми, а в сфере промышленного производства чистый темп роста месяц к месяцу, он превышал более 10%. То есть это, в принципе, закономерная функция, когда в начале года темп роста довольно-таки хороший. Ну, помимо этого, тут еще надо отметить процесс распространения ковида в 2020 году и меры, которые принимались. И на основе этой низкой базы у нас к концу года отмечаются очень большие высокие темпы роста, но и эти темпы роста у нас будут продолжаться и с начала года. В обзоре Евразийского банка развития также отмечается, что ускорение экономического роста преимущественно обусловлено увеличением объемов производства золота примерно в 4 раза, что произошло в декабре 2021 года. А уже наши экономисты добавляют: помог Кумтор. В промышленности есть так или иначе какой-то рост, и это в частности за счет роста продукции Кумтора и других промышленных продуктов, это как пластмассовые изделия, там, бумажные изделия и ряд других изделий, которые производят вот эту промышленность. Горнодобывающая промышленность есть. В этом же самом обзоре Евразийского банка развития были отмечены низкие темпы развития строительства и сельского хозяйства. Но местные экономисты считают, помешала погода. Но сельское хозяйство – это тоже не то, что наши фермеры не хотят производителей, у них какие-то проблемы. Проблемы есть, да, но это касается того, что вот было маловодье, засуха. И это не только в Кыргызской республике, это и на постсоветском пространстве тоже, в России тоже засуха была, там некоторые культуры вообще они не получили, они погибли. И у нас тоже из-за отсутствия воды многие культуры мы не смогли вырастить, они погибли. Но я думаю, что с вот этими дальнейшими изменениями, это циклами всегда идет. Я думаю, что когда настанет тот процесс, когда опять вода появится, и опять поливная вода будет достаточно, я думаю, наши фермеры сумеют, и эти показатели будут улучшаться. В 2020 году экономика Кыргызстана ушла в минус на 8,6%, а в 2021 уже вышла в плюс 3,6%. И во многом благодаря экстренным мерам со стороны Кабинета министров, отмечают в Министерстве экономики и коммерции. В 2021 году принял 2 плана мероприятий антикризисных, в реализации которых были созданы условия для того, чтобы реальный сектор нашей экономики рос довольно-таки хорошими показателями. В этом году экономический прирост обещают в 5%. Увеличение объемов экспорта сейчас главная задача. Минэконом начал разработку национальной экспортной программы, сделанной в Кыргызстане на 2023-2026 годы. В министерстве попросили производителей, экспортеров и ассоциаций, представляющие интересы бизнеса, пройти опрос и помочь в определении структуры программы. Екатерина Такамбаева, Нурдан Сергеев, Пирамида.